После дворцового переворота, в котором погиб хан Бердибек, в Золотой Орде наступил глубокий политический кризис, затянувшийся на целых 2 десятилетия. Одной из многих причин кризиса стали последствия чумы 1340-х годов. Немало аристократов вымерло во время этой эпидемии, и в стране начался передел владений и сфер влияния. Кроме того, с гибелью хана Бердибека подошла к концу династия потомков Бату, которая и создала Золотую Орду. На смену ей к власти рвались представители других ветвей рода Джучи. Государство фактически распалось. Иногда в разных его регионах одновременно насчитывалось 4 или даже 5 соперничающих ханов, каждый из которых провозглашал себя повелителем всей Орды. С 1360 по 1380 годы на Золотоордынском престоле ханы беспорядочно переменялись около 20 раз, и ни один из них не удержался у власти надолго. Кульпа, Навруз, Хызр, Тимур-Ходжа, Орду-Мелик, Кильдибек, Абдуллах, Мухаммед-Булак, Мюрид, Хайр-Пулад, Азиз-Шейх, Урус, Черкесбек, Каганбек, Араб-Шах – вот неполный список золотоордынских ханов тех лет. О биографиях большинства из них дошло крайне мало сведений. Ордынских летописей за этот период не существует, а иностранцы – итальянцы, литовцы, русские, персы, арабы – не всегда успевали вовремя отследить быструю смену ханов. Потому имена многих ханов-однодневок известны лишь благодаря монетам. Поскольку право монетной чеканки было важным символом верховной власти, то каждый хан-претендент непременно выпускал собственные деньги. Однако, в разгар хаоса и безвластия в Орде появился деятель, который прилагал усилия, чтобы взять ситуацию под контроль и вернуть стране ее прежнее единство – Беклерибек Мамай. Мамай возводил на престол Орды собственных кандидатов в ханы и стал одним из главных действующих лиц в событиях ордынской смуты. О его биографии мы расскажем в нескольких следующих выпусках.